метр 20. С помощью ледобура инспекторы проверяют толщину льда и его структуру. От этих показателей зависит максимальная грузоподъемность переправы. Замеры проводят практически каждый день. Бур чуть-чуть заходит нормально, а потом начинается у него схватки. Уже структура льда уже нарушается. При теплой погоде он уже начинает рыхлость набирает. Сегодня в Якутии действует 48 переправ, 2 закрыты. С конца марта ведутся работы по понижению тоннажа, разрешенного к провозу по льду. Очередной этап запланирован на 5 апреля. С 5 апреля понижается тоннаж на ледовых переправах федерального значения через реку Вилю и Марха до 20 тонн. И будет решаться вопрос также по понижению плановому тоннажа на ледовой переправе по направлению Хатас-и-Павловск через реку Лена. Тем временем на Дальнем Востоке уже есть первые жертвы опасной езды по тонкому льду. Страшный случай произошел в Магаданской области. Под воду ушел внедорожник. 4 человека погибли. Чудом выжил 7-летний ребенок. Они поехали не по переправе, то есть в неустановленном месте, где, так сказать, ничего не проверено, ничего не подготовлено для переезда. Ну и, соответственно, давным-давно стоят теплые дни, все тает. Лед уже не такой крепкий. Чтобы избежать подобных случаев, в Якутии на переправах работают специальные административные комиссии. За несанкционированный выезд на лед сразу штраф. Чем больше ответственности, тем выше сумма. Здесь нет никаких предупреждений, нет никаких, разъяснений и так далее, вроде такого рода. Сразу же идет штраф. Почему? Потому что здесь надо, конечно, подходить более серьезно, более строго. Но в отношении индивидуальных предпринимателей штраф до 50 тысяч. В отношении юридических лиц здесь до 500 тысяч рублей. Поэтапное снижение грузоподъемности будет продолжено. Следующая контрольная точка – 10 апреля. В этот день на переправах федерального значения будет введено ограничение до 10 тонн. Ожидается, что переправы в Якутии начнут закрывать с 15 апреля. Но специалисты не исключают, что произойдет это немного раньше из-за теплой весны. Корректировка сроков будет осуществляться, исходя из фактической погоды. Дмитрий Макаров, Илларион Федоров при поддержке ТРК «Алмазный край». Вести. Якутия.